Усилить государственно-частный диалог в целях стабилизации экономической ситуации в стране. Именно с такой целью была организована встреча представителей бизнес-сообщества с министром экономики и коммерции Даниаром Амангельдиевым. Разумеется, главным вопросом дня стали сложившаяся экономическая ситуация и разработка антикризисных мер. Начиная с 2019 года правительством принято уже 4 программы антикризисных мер. Сегодня очень сильно дискутируют и ругают общество о том, что правительство не взаимодействует, не видит проблем и не хочет войти в положение бизнеса. На самом деле я с этим не соглашусь. Вот все эти 4 программы антикризисные, каждая из этих программ, она была выработана нами с вами совместно. То есть те возможности, которые имеются у государства, они были полностью мобилизованы и направлены на то, чтобы преодолеть те последствия, которые были вызваны этими кризисными ситуациями. Встреча была своего рода площадкой для бизнес-сообщества, где ее представители смогли детально обсудить сложившуюся ситуацию в экономическом секторе и практические меры по преодолению кризиса. Также была дискуссия по созданию возможностей поддержки бизнеса и банковской системы в связи с ростом курса доллара, предотвращение оттока сомовых депозитов и другие актуальные вопросы. Эксперты, в свою очередь, также предложили свои меры по преодолению кризиса. Здесь есть меры стандартные, то есть поддержка предпринимателей, которые, например, имели валютные кредиты, то есть поддержка предпринимателей, у которых сейчас возникли перебои с платежами, с поставками. То есть это такие меры краткосрочные, тушение пожара. И второй пакет мер, это все-таки мы должны уже начать, то есть не должны начать, мы вынуждены будем найти новые рынки, как для наших трудовых мигрантов, как и для нашей продукции, потому что сейчас уже то, что мы привыкли, эти товарные потоки наши люди, где работали, это все в новых условиях работать не будет. Министр экономики и коммерции в своем приветственном слове также добавил, что с учетом последствий, связанных с ситуацией вокруг Украины, Кабинетом министров разрабатывается антикризисный план в целях минимизации негативных последствий. Поэтому, по его словам, крайне важно обсуждать и совместно вырабатывать практические меры по недопущению кризиса именно с представителями бизнес-сообщества страны. Нормативно-правовых актов, которые облегчает налоговое бремя в части оплаты по НДС, по завозу сырья определенных видов производств, что, конечно, в свою очередь должно отразиться на конечных ценах, на потребительских ценах, для того, чтобы минимизировать тот рост уровня цен, который сегодня происходит. Воспользовавшись возможностью, представители бизнес-ассоциации выразили озабоченность в связи с ограничениями по внешнеторговым операциям с Россией, прекращение авиасообщений. Было сказано о необходимости проработать альтернативные маршруты и в целом вопросы транспортной логистики. Министру экономики и коммерции также были заданы различные вопросы, на которые были получены ответы. При этом предприниматели остались довольны тем, что правительство открыто обсуждает насущные проблемы и ищет пути выхода совместно с непосредственными субъектами, которых коснулись эти вопросы. Уже вторая такая встреча. Очень приятно, что Министерство экономики ведет активную работу в этом направлении. Сегодня состоялось очень хорошее обсуждение с Министерством экономики по текущей ситуации и по выработке совместных решений в рамках антикризисных мер. Мы, как Американская торговая палата, внесли предложение по обращению о возможностях, которые сейчас открываются для Кыргызстана, в частности, в сфере туризма. Результат обязательно будет, потому что хотя бы две стороны, бизнес и правительство, а через бизнес и население будут проинформированы о том, что делается. Потому что информация это очень важно. Важно для того, чтобы не было паники, важно для того, чтобы принимать правильные решения. И я думаю, Министерство экономики проявляет очень хорошую инициативу. Важным моментом обсуждения стал вопрос замещения дефицита поставок жизненно необходимых товаров из России и Украины, в первую очередь лекарств и продовольственных товаров. На что Даниар Амангельдиев ответил, что все возможности, которые есть у государства, были мобилизованы и
направлены на то, чтобы преодолеть кризисную ситуацию. Соответственно, по итогам обсуждения была сформирована программа совместных антикризисных действий министерства и бизнеса. Рашид Алиев, Турар Анарбеков, Пирамида.